Приветствую тебя, дорогой друг, а на связи снова я, Юлия, и наш с тобой канал «Прочитаем» с Юлией Левченко. И сегодня мы с тобой прочитаем что-то новенькое. Итак, в учебнике казахского языка я увидела такую фразу «Сөйлемді дұрыс құрастырыңдар». «Сөйлемді дұрыс құрастырыңдар». «Сөйлемді дұрыс құрастырыңдар». Ну и, соответственно, когда ты не умеешь читать, произнести это вслух проблематично. Давай я тебя научу, как это делается. Кстати, перевод таков. Составьте правильно предложение. Итак, поехали. Первое слово. Сөйлемді. 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 Напомню, как читать букву «ы». Берем слово «пес», убираем букву «п», и у нас в данном случае буква «ё» будет звучать как «ы». Попробуй. Пес. Не пьес, а пес. Правильно? Вот и в казахском у нас не сё, а сё. Сё. Сёй. Сөйлем. Сөйлемді. Разбираем третий слог, потому что со вторым у нас все в порядке. Как это пишется палочка с точкой, как она читается, да? Все на самом деле очень просто. Мы, чуть-чуть улыбаясь, языком упираемся в нижние зубки. И у нас получается звук «ы». 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 Сөйлемді. 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 Получилось? Если нет, то обязательно получится. Ты, главное, тренируйся. Едем дальше. Дұрыс. 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 Разбираем, как пишется буква «у» с хвостиком. Все очень просто. Сначала произносим букву «о» и возьмем эту букву «о» за 100%. А затем ее краткую версию, 10%. То есть мы только начали произносить букву «о» и тут же закончили. И у нас получается «о». 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 Дұрыс. 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 В следующем слоге у нас идет буква «ы». Опять же, если в русском языке буква «ы» это такая полноценная буква, то в казахском языке она практически не присутствует. То есть она есть, но практически не читается. Это занимает опять-таки 10%. И звучит как «о». «о». Кстати, вот эта часть тоже напрягается. Пробуй. Дұрыс. 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 Либо вариант еще один. Представь, что ее вообще в этом слоге нет. И попробуй прочитать букву «р» и букву «с» вместе. Дұрыс. Дұрыс. Получилось? Думаю, что получилось. И едем дальше. Слово құрастырыңдар. 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 Напомню, как прочитать букву «к» с хвостиком. Попробуй откашляться через букву «к». И у тебя получится звук «к». 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 Да, кстати, в казахском языке две буквы «к». Одна обычная, русская, да? И вторая с этим самым хвостиком. «К». 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 Дальше ты знаешь, как читается буква «у» с хвостиком, правда? «К». 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 «Құрыс». «Құрастырыңдар». 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 Буква «ы» тебе тоже знакома, как читается. Будто бы ее вообще нет. Давай напомню, как читается буква «н» с хвостиком. Произнося обычную русскую букву «н», мы кончиком языка тянемся к верхнему небу, но не дотягиваясь, ее произносим. И у нас получается звук «н». И в итоге у нас «құрастырыңдар». 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 Кстати, да, в казахском языке опять же две буквы «н». Обычная и казахская специфическая. Ну, в общем, все вот так вот легко и просто. Ты научился читать очередное предложение. Так что лайки, шмайки, комментарии, репосты приветствуются. Давай уже всех научим читать по-казахски. Пока-пока.